И в Тюмкалинском районе Чеченской Республики ведется строительство одного из самых перспективных производственных объектов республики – рыбное хозяйство, где будут выращивать осетровых и наладят производство черной икры. Согласитесь, приятная новость, я бы сказал, вкусная новость. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и руководитель Тюмкалинского рыбного хозяйства Роман Чехов. Добрый вечер. Роман Чехов. Приятно будет с вами поговорить. Рыба, осетровая, черная икра. Тема сама такая вкусная, да? Вкусная тема. Но перейдем к нашему разговору. Строительство рыбного хозяйства на завершающем этапе, насколько я знаю. Что сделано? Когда открытие? Что происходит сейчас у вас там, в Тюмкали? Значит, в Тюмкали происходит на 95% завершено строительство объекта. Начало строительства было в первых числах октября. Это когда первый раз я приехал, меня пригласили как специалиста, посмотреть, будет ли там форель, будет ли там откуда рыба. вы приглашены? С Симферополя. Из Симферополя? Да, с Симферополя, с юга. Там моя родина, родился в Крыму, вырос. Красивые места, бывало. Да, Прошу. И 1 февраля мы запустили первую рыбу. Была привезена первая рыба в первых числах февраля, то есть производственный цикл был полностью завершен по строительству именно предприятие, это Тюмкалинское рыбхоз, делится на две части, то есть 48 бассейнов, 46 из них подосетровые, это 7500 кубов воды, 7500 квадратных метров у нас по площади. И два бассейна 15 тысяч квадратных метров. Это зона отдыха, рыбалка, купание людей. 8 больших домов из сруба. Это трехкомнатные дома там. Полностью. Это много, мало или достаточно? Ну, я думаю, для начала это, скорее всего, достаточно. Ресторан на 70 посадочных мест. 8 беседок для отдыха, беседки на воде, на бассейнах, где можно наблюдать именно за осетровыми, где можно ловить рыбу. То есть этот объект сделан для отдыха, туризма, отдыха, спортивной рыбалки, любительской, профессиональной рыбалки, каких-то соревнований. То есть привлечение людей, скорее всего, для отдыха. И вторая часть – это то, что сделано профессионально все-таки. Это инкубационный цех построен, это кормоцех построен, это 46 бассейнов построены для разведения именно осетровых. Затем в горах построено 4 огромных отстойника фильтрационных, и нагревательных, как элемента они работают. Там в общей сложности запас воды 80 тысяч кубов. Это все у нас уже есть? Это все у нас уже есть, на сегодняшний все работает. День? Да, 2 больших построены плотины, 4 дамбы. В горах есть одна проблема, есть селевые сходы селевых потоков. После таяния дождей, снегов, все это было распланировано, все это было сделано, спроектировано. Я работал совместно с Саламбеком Центроевым, с его командой, это, по-моему, Чеченстрой. Да. Серьезная команда. Ну, у нас все, в принципе, получилось. Все у нас есть на сегодняшний день. Все есть. Почти готово к открытию, можно сказать так. Да, на сегодняшний день в хозяйстве 19 319 голов осетровых находится. Это такие виды, как русский, ленский, бестер, ленка – это гибрид, ленский на калугу, белуга, калуга, персидский и стерлядь альбинос, белый. Это все, что есть? Да, это все, что у нас есть. Сегодня, на данный момент, заезжает к нам 2020 голов форели, янтарная и радужная. Откуда? Форель Откуда? Норвежской породы, это форель норвежской породы, стальноголовый лосось. Это форма радужной форели. Едет она с Краснодара, а осетровые мы сотрудничаем по закупке и приобретению осетровых. Мы сотрудничаем с ростовской фирмой Organic Foods Investment. Это у меня там товарищ, друг есть, Милованов Иван.
Вот коллега тоже наш, только в Ростове. У них тоже такое хозяйство. Роман, а что это за осетр, альбинос? Что это за рыба? Гордость нашего И почему хозяйства. она гордость вашего хозяйства? Смотрите. Стерлядь альбинос белого цвета, белоснежно-белая белая особь. Это редкость? Да, это редкость. Довольно-таки капризная рыба в выращивании, требует к себе особого внимания по препаратам, по температурному режиму, по кормлению особенно. Это обесцвеченный осетр, стерлядь только белого цвета. Дает белую, в простонародье, золотую икру. Она как бы на порядок дороже, чем черная икра. И много у нас? 674 головы на сегодняшний день у нас 5-летней стерляди альбиноса. Это немало? 700 голов. Это немало. Смотрите, я скажу два слова по мощности нашего хозяйства. Значит, максимально у нас есть 7500 квадратных метров Так. площади. На одном квадратном метре максимально может быть 40 килограмм особей. Это Только примерно лишь? 300 тонн. 300 тонн. Это хозяйство способно вмещать 300 тонн осетровых. Так. Как мы разделили и, в принципе, сложили такую программу на ближайшую пятилетку, мы планируем 3000 голов. Это дойное стадо, в среднем по 20 килограмм одна особь. Это примерно 60 тонн будет по мясу. И 100 тысяч голов молоди от полкилограмма до 2,2 килограмма. Это 200 тонн примерно. То есть мощность этого хозяйства составляет 300 тонн мяса. Это потолок? Нет, это не потолок, потому что у нас еще два бассейна 90 на 90, это 15 тысяч квадратных метров. Там можно сделать в процессе садковое хозяйство. Садки ставятся на воде, и там можно разводить дальше на мясо. Мощность хозяйства осетрового исчисляется в килограммах и в тоннаже по мясу. То есть у нас может быть 500 тысяч голов, но это будет малек, молоть или сигалетка, или там 300-граммовая молоть. Ее будет 500 тысяч. А по мясу, это основной показатель по мясу должен быть. Именно по весу, которое есть. Ценится мясо. И икра это отдельно. Смотрите, если мы берем 60 тонн дойного стада, в среднем от 10 до 15% через 2 года стадо, особь выдает черной икры. У нас будет 1500 голов доиться в этот год, потом она нагуливает икру год и через год дает. Следующая партия 1500 в следующем году доится. То есть у нас дойка будет каждый год. Для этого у нас мы построили для преднерестового содержания инкубцех размерами 12 на 40. Довольно-таки серьезный инкубцех. В нем есть дойный цех для получения овулированной икры, вакууматор, то есть дальше банка, холодильник и поехала. И вот тут у меня такой вопрос, Роман. А вот что это такое овулированная черная икра? Смотрите, или забойная икра? Забойная икра, я не сторонник. Можно тут поподробнее немножко? Самому интересно. Значит, забойная, овулированная икра. Овулированная, она же дойная икра, когда рыба подготавливается, садится на преднерестовое содержание, поднимается температура до 14 градусов каждый день по полградуса, это в закрытом цеху. Значит, потом колется ей гипофиз, там, разрешающий, там, предварительный разрешающий гипофиз, там через 12 часов делаются инъекции, я не буду там вдаваться в подробности. Ложится она на стол, то есть она поступает, как простыми словами, в родзал. Ложится на стол, и мы ее сдаиваем первый раз. Сдаили икру, получили где-то 80% от общей массы получения икры. Отпустили ее в бассейн. Через 3 часа мы ее додаиваем второй раз. И третий раз мы ее третий раз додаем. Это есть проблема. Додоить, то есть мы в день можем доить примерно при наших мощностях, при нашем коллективе до 50-60 голов доить. Если забойную икру можно получить в день 300 голов, что такое? Подвесил рыбу за крюк, вскрыл живот, упала икра, рыбу пустил на
переработку, то есть либо стейки, либо на заморозку, и у тебя этого стада уже нет. Мясо. У тебя осталось мясо и черная икра. А в нашем случае в дойной икре у нас осталась дойная икра и живые особи, которые прокололи мы их потом витаминками, все, пустили, и они через 2 года опять дают нам икру. Продумано все. Да, здесь все Продумано. продумано. Вы знаете, отличается вкусовыми качествами, конечно, она отличается. Забойная икра, она, конечно, я считаю, мое личное мнение, это какой-то сложившийся стереотип из-за того, что она должна быть дороже, потому что ты просто теряешь стадо. И в таком случае мы не наберем, то есть через 3-4 года мы можем опять вернуться на круги своя, то есть 300-400 голов у нас останется, опять надо их набирать. Понятно, понятно. А почему такой акцент делается именно на осетровую? Помимо того, что она царская рыба, как ее называют. Вы знаете, наверное, как сказал, вот приезжал Рамзан Ахматович, принимал объект, инспектировал, смотрел. Кстати, как оценил? Оценил, достойно оценил. Глава Чеченской Республики. Да, он поставил задачу найти форель, янтарную и форель радужную. 7 дней, задача выполнена, сегодня Нашли. ее привезут, нашли. И сегодня везут. Сегодня везут, сегодня будем разгружать. Так у нас будет не только осетровая. Да, еще будет форель, и в большом водоеме будет карп, карась. Я думаю, там тоже форель. Это как будет большой водоем для туристической ловли. Рамзан Ахматович попросил форель, чтобы была обязательно на этом хозяйстве, потому что изначально, я знаю, это было форелевое хозяйство. То есть там должна быть и форель. Тем более, как я знаю, глава любит форель. Именно сказал, на весочку люблю 600-700 грамм. Такая она более нежная, вкусная. Разбирается в рыбе. Разбирается, первый вопрос, один из вопросов был экология. Соблюдено ли все экологические моменты. Там был советник Путина Абубакар Эдельгериев, который тоже инспектировал со своей стороны. Вчера он опять заезжал, то есть проверил старое русло на месте, вода идет, заходит по новому руслу к нам в хозяйство, проходит фильтрация и сбрасывается. Вода опять в местная русло. или завозная? Вода нет, вода река Из реки? Хачарой. Из реки, это речная. Это Речная вода. Да. О чем я хочу спросить. Да, Это речная ущелье, речная вода. вода. Не специально, не завозная, Нет, не подготовленная. В первый день я сделал анализ, когда приехал, сделал анализ этой воды. Действительно, вода идеальна для разведения осетровых. Мы проверили на тяжелые металлы, на цинк, на ртуть. Но самый главный показатель был 14 миллиграмм кислорода в литре. Это в естественных условиях. Это хорошо. Это очень хорошо. Некоторые люди летом не могут добиться 6-7 грамм. Рыба погибает, при отсутствии кислорода погибает. У нас естественный кислород в горной реке. Плюс на данный момент мы начали уже, это как бы серьезный показатель, 17 марта мы начали подкармливать рыбу, приучать с зимы к корму. Она 5 месяцев, она не ест. И 17 марта это показатель серьезный. У нас вода была 9 градусов. Уже 9 градусов вода. Условия подходят. Да, и Тумкали. кислород был 14,2, ну плюс у нас есть кислородная станция серьезная. Мы поставили новую для того, чтобы летом это были идеальные условия для рыбы. И летом, и зимой. Плюс у нас вода не замерзает. Что характерно, все форелевики, вот, которые любят, у них есть такая фраза «помочить удочку». Помочить удочку. Есть. Вот зимой москвичам, санкт-петербургцам им помочить удочку негде. В нашем условии А у нас дома, есть. приезжайте, живите, ресторан, ловите, платите и летите. Все. Ну, вот как-то так. Смотрите, Роман, а легко ли в Чеченских горах разводить осетровых? Я почему спрашиваю? Это ведь один из самых непростых бизнесов в мире. Очень хороший вопрос. Если я не ошибаюсь, я продолжу. Опять же, насколько я знаю, согласно статистике, в природе выживает только 1% икринок, Да, да. а в рыбном хозяйстве 30%. Икры приходится ждать 5-7 лет. 10. Малейшая Белуга. ошибка может погубить.
Белуга потомство. 10 лет, 10-12 Я лет. прав? Да, вы правы. Малейшая ошибка может погубить. Для этого есть у меня такое понятие, когда еще начинал заниматься чем-либо, надо производство связывать с наукой. Так. Есть у нас такой инновационно-технологический центр аквакультуры при Кубанском государственном университете. Кандидат биологических наук Дубов Василий Ерофеевич, высочайшего класса специалист, который ведет наше хозяйство, полностью консультирует по всем видам работ. Это сдаивание, УЗИ, кормление, УЗИ тоже? болезни. Да, УЗИ делаем вот сейчас. Мы, наверное, на следующий Это в полном день- понимании этого слова, Да, УЗИ. в полном понимании этого слова. Это надо глянуть печень, у них Рыбу, есть, да, УЗИ? Да, УЗИ ложится на УЗИ стол. Я скину вам видео. Ложится на УЗИ стол и УЗИруется полностью рыба. Все болезни отсаживаются на карантин. То есть за ней наблюдаются, видео снимается, отсылается в этот центр аквакультуры. Они дают какие-то рекомендации. Он будет вместе еще с одним кандидатом биологических наук, со своим коллегой, в субботу они ко мне приедут на осмотр всего стада. То есть мы им платим, плюс мы с На кубанским... осмотр стада. Интересно звучит. Стадо, да, стадо. И осмотры Поголовье это стада, часто? а? И часто такие осмотры? Вообще такие осмотры надо делать раз в 2 месяца. Каждая рыба чипирована, вживлен электронный чип, сканер есть, подходишь, наводишь сканер, выбивается 11-значный код, в компьютере смотрим, когда она последний раз взвешивалась, какие препараты ей вводили, сколько она набрала после последнего взвешивания. То есть это как ребенка приносишь на осмотр, взвесили, осмотрели, пролечили, что-то не так, малейшее поведение не то, отсадили. Это не то, ловись рыбка маленькая, Нет, ловись нет. рыбка большая, а тут все И серьезно. вот, если мы с наукой не будем сотрудничать, то привесов допустим, при молоде должен быть привес 2-2,5 килограмма в год. Икры должно быть от 12 до 18%. То есть все вот это в совокупности мы должны и витамины давать, и рыбий жир. То есть все это наука нам дает. Но самое главное, я договорю, Прошу. везет договор на то, чтобы мы брали себе студентов на практику. Вот я хотел есть спросить, Итон откуда Калинское специалисты? хозяйство- Вы их сами выращивать будете, своих специалистов? Откуда будут специалисты? Санкт-Петербург, Керчь, Краснодар, Ростов. По-моему, еще 2 института есть по формированию специалистов-ихтиологов, я запамятовал. Но на данный момент мы построили на территории Итон-Калинского хозяйства такое общежитие. Отдельно у нас рыбоводы. Рыбоводы у нас привлеченные, приехали с освобожденных территорий Запорожской области. У нас есть главный рыбовод-технолог, рыбоводы, 2 рыбовода-специалиста. И студенты, которые будут смотреть, как люди работают с рыбой, как ее брать, как к ней подходить, как делать УЗИ, как сдаивать, как вообще с рыбой работать. На месячную, 2-месячную практику у нас на 17 койко-мест сделано общежитие с питанием. Они приезжают, и нам хорошо, и науке хорошо, и специалистов. Потому что найти на данный момент специалиста, рыбовода, вообще нереально. Вот поэтому я и спросил насчет специалистов. Откуда они у вас? На сегодняшний день они есть или Да, их нужно они готовить? они есть, но их надо готовить. Готовите На хозяйстве, да, у нас предусмотрено 11 штатных единиц в хозяйстве, на данный момент всего 4. Смотрите, почему я задал вопрос, легко ли в Чеченских горах разводить осетровых. Я знаю, у вас это не первый проект. Не И первый. до этого проекта, до Итун-Калинского, у вас были и другие проекты. Но разводить рыбу, осетра, скажем так, в горах Чеченской Республики, это не сложно? Мне здесь наоборот легко, просто легко. Самый большой плюс, который я здесь увидел при приезде, отсутствие зависимости от электроэнергии, отсутствие зависимости от кислорода, от подачи кислорода. Во многом люди, почему гибнет рыба? Ночью в основном. Где-то случилось замыкание, где-то отказал свет, стали
компрессора не подают кислород, стали насосы, которые не прокачивают воду в УЗВ, условиях закрытого выращивания. Гибель наступает через 30 минут. Бывало такое, я знаю людей, у которых и до 3000 голов, особей таких по 10 килограмм, была просто гибель. Это человеческий фактор, это халатность рыбоводов. Здесь, что бы ни происходило, постоянный поток, не зависящий от нас. Мы просто регулируем шандорами, дамбами. Больше, меньше, перекрыли, закрыли. Ресурс бесплатный. Бесплатный ресурс. Природа дала, сама природа дала, занимайся. Вот оно, все есть. Бери. Только работай. Только работай. И рыба себя хорошо чувствует, и воздух, и там красота. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы и Тум-Калийский рыбхоз был одним из самых красивых хозяйств на Кавказе. Будет? Будет. А как в Чечне? В Чечне должно быть самое красивое, самое мощное, самое-самое-самое. Как я главе сказал республики, надо соответствовать статусу республики. Все лучшее должно быть здесь. Все правильно. Вы угадали направление. Направление четко мне подкорректировали. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный и актуальный разговор, я подчеркиваю, очень интересный. И последний мой такой вопрос, Роман. Туристический объект, рыбное хозяйство. Это, я уже представляю, каждое воскресенье выходные экскурсии туристов. Это отдых туристов, это туристы будут возле бассейнов, кормить рыб, вы им это все будете предоставлять. А это не будет мешать разведению рыбы. Рыба не нервная, она не будет на все это реагировать. Нет, рыба на это не будет реагировать. Там, конечно, будут определенные условия поведения обозначены сразу для людей. Обязательно с коллективом, это будет формироваться коллективы, будет ходить рыбовод, специалист, который будет рассказывать, ему будут задавать вопросы, снимать, фотографироваться. То есть это все будет. Такого, как хаотического такого движения, вы когда приедете, вы глянете, там четко разделено. Зона отдыха, дорога, вот с этой стороны мы занимаемся рыбой. Вы можете наблюдать максимум, то есть вы никогда не увидите, не то что вы, а людей не допустят там, где воспроизводители сидят, где матки, то есть кого там трогать нельзя. Вот это я хотел, чтобы вы подчеркнули. В инкубцех тоже там стерильность полная, то есть туда, естественно, доступа не будет. Построено так, что последний каскад бассейнов сделан без сетки, мангалы, домики. Рыба плавает с этим. Я приехал, купил домик и могу наблюдать за выращиванием рыб. Форель, самцы осетровых, то есть там карп коя красный там будет. Вы меня заинтриговали, Роман. Вы меня заинтриговали. Я к вам приеду, обязательно приеду. И уже действительно последний вопрос. Открытие официальное когда намечено? Рыбного хозяйства примерно и Тум-Кали. после число точно не сказано. После 25 апреля, скорее всего, это будет открытие. Закончится уже там мелкий, там идет сейчас на данный момент благоустройство территории. Все построено, все отстроено, все готово. Идет высадка деревьев, трава, такое, чтобы вы уже приехали, все было красиво. А я приеду. Обязательно. Спасибо. Мы приглашаем всех, да. Спасибо. Ловлю на слове. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили Спасибо, на наши что вопросы, пригласили. высказали свое мнение. Удачи. Да, спасибо, что пригласили. Народ должен знать, что есть в республике. Теперь он будет знать, что у нас есть рыбное хозяйство. Да. Что скоро у нас будет своя черная икра. А это самое... Очень скоро. Очень скоро. А это очень важно и, можно сказать, самое главное. Еще раз спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и руководитель Тум-Калинского рыбного хозяйства Роман Чехов. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы. Удачи! Увидимся в эфире.